Не волнуйся. Кому пришла такая идея снять клип «Чайки»? В 6-7 классе со мной перестали общаться все девочки. Слушаете ли вы такой жанр, как кей-поп? Вот во время этих туров ко мне пришла идея сделать такой танцевальный трек. Какое у вас было детство? Детство у меня было очень насыщенное. До школы я очень много времени проводила у бабушки с дедушкой в деревне, потому что у меня родители артисты, и они постоянно гастролировали. Вот. Потом я поступила учиться в Якутскую национальную гимназию. Была отличницей, была олимпиадником по математике, параллельно выступала. Я пою с 9 лет. И когда я была в твоем возрасте, когда мне было 13 лет, я поехала в Японию представлять Якутию на международном конкурсе молодых композиторов. Выиграла там специальный приз. Вот. И, в общем, очень интересное, очень насыщенное у меня было детство. То есть где прошло детство твое? Здесь, в городе Якутске в основном. Но бабушка с дедушкой жили в Мае, это вот недалеко отсюда. Вот, и я ездила вот туда-сюда. А кто вы по образованию? Я окончила финансово-экономический институт, тогда еще назывался Якутский государственный университет, по специальности менеджмент организации. Вот у всех детей есть такие как бы любимые предметы и нелюбимые предметы. Вот какие ваши любимые предметы были? Я очень любила точные науки, математику, информатику, физику. Нелюбимые, соответственно, гуманитарные. История, география у меня с памятью очень плохо. Я вообще начала писать песни, потому что не могла запомнить стихотворение. Я когда учишь стихотворение и не можешь запомнить, когда начинаешь его петь, то оно как бы быстрее запоминается. Поэтому я от безысходности начала писать песни. Вот. А такая информация, которая мне завтра не пригодится, я ее, к сожалению, забываю очень быстро. Поэтому всякие даты, даты, имена, истории, например, да, или там какие-то города в географии, это все мне очень тяжело давалось и очень сложно запоминалось. Вот. А когда начались первые успехи? Там сольный концерт, первый клип? Вообще я песни пишу первые песни написала в 7 лет. Вот. Потом, когда я училась в 3 классе, мне предложили принять участие на республиканском конкурсе юных композиторов, где я представила там 2 свои песни, выиграла конкурс в своей номинации, меня пригласили на телевидение. Тогда была передача «Детская тюнинг». Вот. И там мне сняли 2 клипа. С тех пор меня начали узнавать, приглашать, выступать и так далее. Вот у вас очень много песен про любовь, да? И то есть как вы познакомились со своим мужем? У меня есть свое кредо, я про личную жизнь не рассказываю в интервью. Хорошо. Какая у вас самая популярная песня? Я не могу так ответить, наверное, потому что, это зависит от времени. То есть, когда я выпускаю песню, ориентируясь на то, что песня должна стать хитом, то она становится хитом в определенном промежутке времени, потом выпускается новая песня и так далее. Поэтому я не могу назвать самые-самые популярные, наверное. Наверное, за меня могут ответить зрители, слушатели. Вот как вы справляетесь с популярностью? Как это? Сейчас есть такое понятие, как хейтеры. И как вы к ним относитесь?
вообще, на самом деле, количество хейтеров указывает на уровень популярности. Вот, у человека такая психология, да, что когда, как сказать, когда ему нечему завидовать, да, то значит, что этот продукт он особо таки не интересен. И если, допустим, ты что-то делаешь публичное, и если там нету хейтеров, это значит, что продукт не интересен. Что его можно только «Эйчи, молодец», типа хвалить, ну хорошо, молодец. А если продукт делается с какой-то претензией, с каким-то, как сказать, если он обречен на популярность, то можно смотреть по реакции хейтеров. Если хейтеры начинают хейтить, это значит, что что-то будет интересное. Сколько всего у вас песен и клипов на счету? Ой, я давно не считала. Песни я пишу уже больше 20 лет. И их, наверное, накопилось около 200. Ну, в общем, я давно их не считала. А клипов, где-то в пределах 10, наверное, тоже. Какой ваш музыкальный вкус? Я считаю, что нет плохих жанров вообще в музыке. В любом жанре есть хорошие образцы, есть плохие образцы. Но вообще я сама слушаю больше электронную музыку. Назовите тогда топ-5 групп или исполнителей. Топ-5, да? Которых я слушаю, да? Да. Так, хорошо. Это Prodigy, Linkin Park, Pendulum, Земфира и... Так, кого еще назвать? Все, топ-4. Вы свои песни сами пишете, да? Угу. А пишете ли вы песни для других? Да, бывает так, что если мне очень понравится исполнитель, если я увижу, как он поет на сцене, и ко мне придет идея, я могу написать очень быстро для него песню и предложить ее ему. А кому пришла такая идея снять клип «Чайки»? «Чайка» — это полностью идея моего мужа. То есть когда написала песню, она просто... У нас есть команда друзей, артистов, диджеи Шими, Джида, Галя Виноград, Киджа, Пансаж. Да? С этими ребятами мы очень много ездим по республике, даем концерты, даем дискотеки. И вот во время этих туров ко мне пришла идея сделать такой танцевальный трек «Чайка», шуточный. Вот. И когда я написала эту песню, придумала эту песню, муж услышал ее и почему-то сразу представил себе смешного толстого дядю с зелеными волосами. Мы сразу же поняли, что что эту роль должен исполнить Толя Кириллин. И он начал думать над клипом. Сейчас он думает уже над фильмом «Чайка», который должен выйти осенью. Чем, кроме музыки, вы занимаетесь? Вообще я работаю. Я работаю в Государственном театре эстрады художественным руководителем. Вот. Это, конечно, тоже очень сильно касается музыки. Помимо музыки у меня очень много других дел. А на хобби у меня времени не остается. Но, тем не менее, я люблю путешествовать по земле. Вот в каких точках мира вы были? В основном так получается, что я езжу в Юго-Восточную Азию, Корея, Китай, Таиланд, да. Как сказать, Европа и Америка мне пока почему-то не интересны. Мне вообще не очень нравится посещать точки популярности и глобализации. Мне больше нравятся какие-то дикие точки, наверное. Поэтому хотелось бы, есть большая мечта объездить именно свою республику сначала. Вот слушаете ли вы такой жанр, как кей-поп?
Вот что вам понравилось? Ну, где именно вам понравилось путешествовать? Путешествовать. Ну, мое самое последнее яркое впечатление было от Верхоянска. Верхоянск. Рассказать? В общем, мы поехали на Сехаланхо. Вот, и там размыла дорогу, мы застряли, и расстояние от Паттакая до Верхоянска где-то в 60 километров мы преодолевали сутки. То есть мы там где-то, как сказать, где-то вброд, где-то там на катере. В общем, это было очень такое необычное, интересное приключение. Вот. И вообще, ну, потом еще поднимались на гору, на Кихелях. Вот. И это было такое незабываемое приключение, незабываемое ощущение. Вот на Сехи Алунхо вы там выступали или просто? Мы выступали, да. Понравилось? Ну вот я же говорю, да. Вы говорили, что ваша бабушка и дедушка из Майи. Мгм. Ну, Не волнуйся. были ли вы в таких местах, как Турукая? Нет, в Турухае я еще не была. Ну, тогда сходите, очень красиво. Хорошо, обязательно. А вот были ли вы в на Ленинских? На Ленинских столбах, да, была. Круто, ага. Вот, но где вы родились? В городе или в деревне? Я в мае родилась. Как вы пережили свой первый сольный концерт? Первый сольный концерт мой состоялся, когда я училась то ли в 9, то ли 10 классе. Вот. Это происходило в ДК Кулаковского. Ну, конечно, это было очень волнительно. Я выступала весь концерт не одна, а были артисты, которые исполняли мои песни. Вот. И, ну, конечно, это было очень волнительно, но так как у меня родители артисты, в принципе, они меня очень хорошо настроили, так что все было неплохо. Разве что... нет, это не про тот концерт. В общем, в 2003 году у меня состоялся второй концерт. Или в 2002. Ну, где-то там, я забыла. Ага. И там во время концерта по всему городу ушел свет. Сидит полный зал, идет концерт и гаснет свет, в общем. У народа паника. Сотрудники театра оперы и балета, в котором шел концерт, они быстренько достали такие бутафорские свечки, разложили их по сцене. У нас немножко появился свет, меня подсветили фонариком. И мы начали... Ну, там стоял рояль еще, и мы начали продолжать концерт акапелла. И он так продолжался 40 минут. Потом, когда мы решили, ну все, видимо, свет не придет, давайте споем финальную песню. Посреди финальной песни пришел свет, и мы продолжили концерт. Это, конечно, был тоже незабываемый опыт. Как отреагировали ваши одноклассники, друзья на то, что вы стали певицей? Ну, скажем, неоднозначно. Где-то тоже в подростковом возрасте, в 6-7 классе, со мной перестали общаться все девочки. Вот. И, в общем, это, наверное, до класса 9 продолжалось. Я до сих пор не знаю, почему, но, наверное, это как-то связано с песнями. Не знаю. Вот встречались вы, вот, типа, встречи одноклассников? Ну, изредка бывают, ага. Ваши школьные дни, они для вас обходились
трудно? Ну, как, конечно, вот в тот период, когда со мной не общались, это было, конечно, сложно. Я не хотела идти в школу каждое утро, ну, были такие моменты. Вот. Но я любила учиться, в принципе, и поэтому как-то, ну, в общем, я бы больше ударилась, наверное, в учебу. Вот. И такой дух соревнований еще присутствовал постоянно. Городские, республиканские олимпиады по математике. И это, наверное, как-то меня, ну, добавляло характера. Бывали ли у вас творческие кризисы? Да, творческие кризисы бывают, конечно, как у каждого человека. На самом деле творчество происходит, когда есть какие-то проблемы. Когда все хорошо, ничего не творится. Поэтому это такой тоже момент. Иногда творческий человек сам себя загоняет в какие-то проблемы для того, чтобы начать дальше писать, ну, дальше творить. Вот. Но иногда бывает так, что прям годами ничего не пишется, не хочется выступать, не хочется, ну, хочется только сидеть дома, там, заниматься будничными делами, рутинными. Я раньше страдала от этого, потом поняла, что надо просто с этим смириться и жить, ждать, пока не наступит очередной виток творческого всплеска. Как вы поднимаете себе настроение в такие моменты? Ну, я стараюсь чем-нибудь заняться. Я вообще очень человек движения. Я не могу там лежать дома, смотреть сериалы, там, не знаю, весь день лежать дома с утра до вечера. Это для меня очень тяжело. Мне обязательно нужно чем-то заморочиться и что-то делать постоянно, быть в движении, иначе я впадаю в депрессию. Поэтому, когда у меня нет настроения, начинаю что-нибудь придумывать новое. А вот многие люди во время уборки включают музыку и поют под нее и убираются. Делаете ли вы так? Кстати говоря, нет. Я вообще слушаю мало музыки. У меня в машине тишина, дома тишина. Меня бесит, когда там просто так фоном включен телевизор или радио, да. У меня дома нет ни того, ни другого. И как-то вот почему-то... Ну, может быть, потому что в работе слишком много музыки. И мне больше нравится тишину слушать. На семейных праздниках просят ли вас что-нибудь спеть? Знаешь, у меня с детства сформировалась нелюбовь к праздникам, потому что меня постоянно заставляли петь. Но была такая фишка, что вот бывают же праздники, да, там есть взрослый стол, а есть детский стол. На детском столе все вкусно и быстро заканчивается, да. И мне позволялось сидеть за взрослым столом, потому что мне нужно было петь. В общем, была такая фишка, но тем не менее петь для кушающих людей как-то мне не нравилось с детства, и поэтому я очень редко выступаю на застольях, на праздниках. Это бывает... Раньше я вообще не выступала, но в последнее время иногда принимаю заказы, если очень просят, потому что для людей все-таки какие-то значимые события типа свадьбы или юбилея, да, это, наверное, один из самых редких событий в жизни, и они хотят вот услышать любимую песню, там, да, как-то отметить это, а не просто там сидеть, кушать и слушать кого-нибудь, да. Это немножко разные понятия. До меня это дошло. И, в общем, редко беру заказы на выступление до сих пор. А вот вы часто едете к себе на родину в мае? Да, конечно. Я первые мои песни, не первые, а многие популярные мои песни были написаны в мае на крыше. Я любила забираться на крышу, потому что туда никто не добирался, кроме меня. Я там сидела, пряталась и писала свои песни. Вот. К сожалению, бабушки с дедушкой нету, но наш двор до сих пор сохранился. Я там
Я очень люблю там бывать. И как только появляется свободное время, стараюсь проводить там, его там. Вот зимой там открывают всякие горки, катки, и возите вы туда своих детей. Да, конечно, стараемся. Сами тоже катаемся. А детям нравится бывать там в мае? В мае, да, конечно, очень нравится тоже. Ты ездишь в деревню летом? Да. Тебе больше нравится летом там проводить? Лето там проводить или Да, в городе? люблю бабушки проводить лето. Да. Я в твоем возрасте не любила. Я хотела оставаться в городе, потому что мне казалось, что тут начинается... Как только я уезжаю, начинает что-то происходить в городе. Но потом выросла, и обратно мне начало нравиться в тишине больше. Будете ли вы готовить? Ну, вообще, по идее, люблю, да, но на это у меня очень мало времени обычно бывает. Вот. Потом с недавних пор мы начали питаться правильно в семье, поэтому ничего такого супер интересного там приготовить не очень получается. Так что основной рацион — это нежирная грудка, нежирное мясо и все такое. Были ли у вас такие мысли, как переехать в маю? Иногда бывает, да. Иногда я устаю от суеты, и мне хочется больше тишины, хочется переехать, но я потом понимаю, что моя внутренняя белка меня все равно обратно привезет в город. Хотите ли переехать в Москву или в Нью-Йорк? Еще более такое место нет. Я очень не люблю большие города. Мне очень плохо, когда вокруг очень много людей, очень много движений. Это слишком. Я люблю свой город. А вам нравится больше зима или лето? Мне вообще очень нравятся все наши времена года, которые происходят в Якутске. Да? Мы, по-моему, в Якутии больше, чем в других странах, переживаем настоящую зиму, настоящее жаркое лето, настоящую слякотную весну. У нас все очень живописно. Я очень люблю наши морозы, наши туманы. Некоторые меня не понимают в этом плане, но если зима бывает теплая, то у меня есть ощущение, будто ее не было. Мне обязательно надо, чтобы такой мороз хотя бы пару дней постоял. Вот дайте советы молодым людям, которые ищут себя, занимаются творчеством. Ну, в первую очередь хочу отметить, что надо стараться не быть на кого-то похожим. Вот, потому что все известные творческие люди, да, они известны именно своей индивидуальностью, своей личностью и такими качествами, которых больше нет ни у кого. Вот очень много людей, например, певцов, они начинают петь, подражая кому-то, да, но на самом деле никому не нужна там вторая Алла Пугачева, там, не знаю, 35-я Кристина Агилера. Это утопия. Нужно всегда искать себя самого и не бояться. Спасибо за то, что пришли к нам. Приходите к нам почаще. И мы приготовили для вас вот такой подарочек. Ух ты, это что? Спасибо. Это ручная работа? Да. Вау! Это сережки. Какая камера меня тут видит? Клево, спасибо большое.